Очередное затишье наблюдается на автомобильных рынках Дальнего Востока. Скачок доллара заметно снизил поставки автомобилей как в дилерские центры, так и на рынке подержанных машин. Слово нашему СОБКОРу в Хабаровске Стасу Михайлову. В выходной день на самом крупном авторынке Хабаровска тишина. Редкие посетители приходят сюда скорее не купить машину, а проверить, что еще осталось. Ввозить подержанные иномарки в Россию теперь стало невыгодно. По данным таможенного управления, ввоз уменьшился на 40%. Поэтому выбирать приходится из того, что привезли еще осенью. Продавцы жалуются, что если раньше можно было продать в месяц около 40 машин, то теперь в 4 раза меньше. Раньше не было, первый год, наверное, лет за 10, наверное. Сколько здесь находимся, народу было много. Капоты открывали через одного, смотрели, катали, оформляли. Очередь на оформление, суббота-воскресенье всегда так. Чего не скажешь о данном моменте. В основном на рынке продаются машины уже с пробегом по России, на номерах, так как цена на беспробежные автомобили выросла значительно, в среднем на 50%. Покупатели отмечают, что ценники на автомобилях переписываются в большую сторону буквально на глазах. Ну, судя вот то, что по бумагам написано, там как бы видно, что прям зачеркнули, и цена другая уже. Похожая ситуация и на рынке новых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России продажи упали на 40%. Новые поставки заморожены. Дилерские центры работают на остатках. Однако бывалые торговцы не спешат бить тревогу, ведь на любой автомобиль найдется свой покупатель. Мы уже это проходили, 2008, 98, многие были такие кризисные моменты, когда курс плавал туда-сюда, когда цены вырастали. А что сейчас говорить, продукты вон растут в цене, коммунальные услуги, все растет. Но пешком ходить никто не хочет уже. Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.